Знаете, я как-то думаю, ну что это будет за служение, что все уедут куда-то на праздник жатвы, а мы с кем? И спрашивают, можно нам ехать? Разрешаете? Я не знал, что и сказать. Я говорю, так, может не все, может половина. Ну как половина, мы же наш спор, ну как мы же не сможем половину петь. Ну ладно, решайте, Бог что-то смотрит. Слава Богу, братья и сестры, сегодня у нас много гостей, сегодня у нас наши сестры, братья с Минска, и сегодня нас посетили наши миссионеры, сестра Света, сестра Татьяна из далекой Бурятии. Это наши сестры, которые там проповедуют Слово Божие. Слава Господу, братья и сестры, и наш Иван Яковлевич, он сегодня уже последний раз на служении здесь у нас. Вот он уезжает опять сюда, в Америку. Вот, и я думаю, что мы дадим сегодня время гостям, пусть Бог благословит их, и мы будем молиться о них, будем благословлять их в наших сердцах, и когда они будут говорить, когда они будут петь, чтобы это служение было наполнено Духом Святым. Я думаю, что сначала вот наши минские гости скажут, потом, наверное, сестра Света скажет проповедь, вот, и, может быть, Татьяна споет, пусть Бог благословит, вот, а мы будем в благоговении, зная, что вот в нашем служении, когда мы слушаем Слово Божие, Дух Святой действует, и Слово Божие, оно касается сердца человека, и оно очищает человека. Слава Господу! Поэтому, как Священное Писание говорит, имея вот такое служение, свергнем в себя всякое время и запинающее нас, пусть Бог даст силу в этом, чтобы служение обновления сегодня было. Любостная церква, дорогие мои братья и сестры, дорогие поважаемые люди, витаю вас в этом храме, именем нашего Господа Иисуса Христа, Избавителя нашего, Пастыря нашего и Господа нашего. И соправды, кто мы такие, что Бог такое дивозное створил у житцах наших, что як ручейки стекаются, такие люди идут у храм, идут до Христа, і благословенний той шлях, який веде до Бога. І в этом шляху мы идем, мы крочим разом с вами. И Бог сустракає нас своим святым словом, спевами во имя Господа. И Библия каже, коли идешь в храм Божий, хай сердце твое будет готово слухать Слово Божие. Библия каже, не сумуй, душа дорогая, не журись, вся душа дорогая, що якщо мене всю житті може знаходитися у такому стані перед Богом, Бог буде вращати шляхи твої, Бог буде благословляти тебе, тому що Він є наш Отець і наш Господь.
Сегодня мы витаем наших дорогих миссионеров. Сегодня мы сустракаем наших дорогих гостей. Сегодня мы, самое первое, Господи, сустракаем Тебе молитвою и просим, любостный пастырь, там, где дети Твои, там присутствуешь Духом Святым. Ты, за что Тебе вечная пошана и хвала. Бог наш, Бог любови и мира, Бог життя. И Он хочет, как и наша країна, и наш народ жил за Христом, как Его святое Слово было словом поважанным, как оно было головным покайовым камнем будівництва усього на этой землі. І ті, хто був до нас, хто нес это слово, хто молився і обвіщав добровестие Божие, сьогодні так само глядите і бачите, що Бог не покидав вас. І то, що ви бачите сьогодні, это есть право, это есть ваша праца на ниве Божьей, за что вечная пошана нашему Господу. Мы с вами будем читать Слово Божье, и гляньте, что каже псалмопевец Давид. «Узышел Бог под воклич, Господь под гуки трубные». Пришел Господь, коли мы с вами сказали: «Господи, имя Твое благословенное». И Библия нас научает: спевайте Богу нашему, спевайте, спевайте цару нашему, спевайте, бо Бог цар усей земли, спевайте, усе разумно, нас научает Господь. Браты и сестры, сегодня мы с вами находимся у посте и молитве. И Бог каже, что пост есть особливая близкость до Господа, особливая молитва. И Бог каже, и возьмете пост, и помолитесь с верою, помолитесь у радости, веруючи, что вас обороняє Бог, и Бог зробить на землі по молитве вашей. Так каже Господь. Аллилуйя! Тому наш сьогодні лик не в таком смутку, а у радости, у переживании с Господом. И у переживании той, что Бог великое и чудовное будет робить на этой земле. Некоторые люди кажут: земля не свіжськая, святая. Чому? Тому що вона промоленая тут. Чому? Тому що тут обвящалося і у многих стогоддів Слово Господнє. Чому? Тому що отсюль вийшло Слово у великой своей могутности и дало то, что и сегодня имя Христа славится на этой земле. Тому вечная слава Богу. И мы разом с этими словами будем уславлять Господа. И Библия каже: спевайте Богу нашему, спевайте, спевайте цару нашему, спевайте, бо Бог цар усей земли. Аллилуйя! И будем славить Господа, и будем молиться, и будем жить для Христа, для людей, для своего народа во имя Господня. И Бог будет благословлять нас. И прошу, дорогая церква, дорогие мои браты и сестры, хочу еще раз показать вам Библия. Библия з'явилася на нашей белорусской мове. Это об нечем говорит. Это говорит, что наш народ будет посеред усіх народов стоять перед Господом. Это говорит, что наш народ не згине, потому что вечное Его Слово. И Бог будет благословлять наш народ. Это вельми великая подея, это святость, это свято, это радость, это благословение. И коли приходит святость, и коли мы у посте перед Богом, и коли мы веруем, Господь и Бог наш, где ступит нога детей твоих, ты обещаешь благословлять эту землю, и ты, які многолітостивий, ти звітуєшся над ёю і благословиш її. І люди кажуть: бачили і чули слово від Бога, що Бог для позднього дождя тримає эту землю, і Він покаже над этим народом усю свою любов, ласку і літость і силу. І Бог буде дійничати вельми моцно, что не будет хапать места, где припиниться людям. Люди будут стоять один до одного тесненько, и один одному будут говорить, и будут стоять на приступочках. И я, церква, не ведаю, что будете робить вы, але Бог вам даст разумение, что робить у той час.
Тому ми разом з левітами, разом з усіми, хто співає, будемо уславляти Його, будемо віддавати Йому всю пошану, всю хвалу, тому що Господь – цар наш і цар усій землі. Аллилуйя! Избавление Божие чекає эту землю. Прошу вас, дорогие братья и сестры. Господь, Бог наш, во всем, что належит Ему, что есть только святость и чистиня, что есть життё, что есть мир, что есть любовь. Во всем этом Господь, Бог нам дал жить на земле. Был одной же такой день, когда мы с вами появились в земное життё. Наши очі тільки відкрилися, нечто убачили. Ми почули, може, перші слово. Перший раз свою матуру назвали мамою. Перший раз назвали тата. Перший раз убачили над собою небеси. И Бог так само положил от этого знак. И мы с вами недя отъезжаем. Бывали, изъезжаем недя. А Бог говорил, что и земля это круглая, и мы вертаемся. Вертаемся на батьківщину свою, вертаемся у церкву свою, вертаемся, как хоть пройти шляхом тим, яким некоторі ми шли у дитинстві. Я вас усіх, дорогі брати і сестри, вітаю
Вітаю того дорогого пастора, вітаю дорогих гостей і так само вітаю дорогих місіонерів, які сьогодні приїхали у церкву, з якою Бог їм дарував эту місіонерську працю на землі. І для вас, дорогі, ну, не скажу гості, для вас, дорогі брати і сестри, хочу, вітаючи вас, уславить Господа співами, і есть такий псалом «Милый мой куточек». Милый мой куточок, я к тебе кинуся, милый мой куточок, надо себе вертай, якби тих душачок, що на Білорусі не знайшли землі милей, чим свой родний край, якби тих душачок, що давно вернулися, не знайшли землі милей, чим свой родний край. Кольки щастя, радості ми переживали тут, кольки город любий край ми пережили, але думки світлые і молитви щирые ми до Бога як могли за тебе мерзли, але думки світлые и молитвы щирые мы до Бога як могли за тебе несли. У других країнах я побывал уже не раз, поглядел, як люди там под сонейком живут. Ты ж куточок, любый мой, Богом мне дарований, ось чому душа і серця на тебе пільнуть. Ти ж куточок, любий мой, Богом мне дарований, ось чому душа і серця на тебе пільнуть. Ти ж куточок, любий мой, Богом мне дарований, ось чому душа і серце до тебе ільнуть. Бажання Господу, і так як ви дарували служіння гостям, ви за всіх гостей вітаєте, но ми не гості, ми поводле вас, ми всі разом, і на нову у Христі не вже не скажеш, що гості. Правда, это так мы по-человечески говорим о Христе, мы близкие и родные, дорогие и любостные. И мы хотим еще славить Господа и спеть такие псалом, оспевать один день, так само есть у сборника, где душа хвалу складая по-вашему. Дай силу волі твоей слови, жить
Божі Слово, які вони радісні, як вони пещуть нашу душу християнську. Тобі хвалу Господь складає, тобі я серце радаю. Але чому? Чому? Тому що ми відаємо всі, як справді Господь любить кожного з нас. І відаєте, дорогі брати і сестри, Слово Боже, звертаючись до кожного з нас, каже, не всі з вас будуть проповідниками, не всі з вами будуть учителями, але свідками того, що Господь створив з вашим життям, у вашому житті, будьте всі в мир. І тому я, хай Бог допоможе Духу Святим, просто свідчить, який справді Дух, наш Бог милосердний, добрий, як клопотиться Він об кожному з нас. Життя християнське – це не тільки радість, це не тільки уславлення, це бувають і тяжкі обставини, внешні, внутрішні, який стан душі. І особливо тоді шукаєш твару Господнього, як Господь допомог, як Він їх покерував, як не збочить від цього святого шляху, на який ти вже прийшов. І просто за свого життя хочу вам розповідати, був такий момент у мене у житті, тяжкі вельми обставини, і почалося таке, видите, неустроєння в душі. І почала звертатися перш у молитві до Господу: Господи, допоможи, злітуйся надо мною, допоможи мені у цей тяжкий час, бо я звідала Твою любов. Я веду, як добре з Тобою, але Ти бачиш, як в цей світ тисне з усіх боків. Як мені устоїть? Де мені знайти ту святую підтримку? І дякую Господу. Слово підтримки Божої – це завсюди Біблія, це завсюди Слово Божє. І увечері, коли обставини були надто тяжкі, видите, так рукою своєю відкрила я Біблію, і це був розділ 40, усі вам добре знайомі, пророка Ісаї. І там чудовне слово, моцне, натхняюче. Хіба ти не ведаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краси землі, не стомляється і не знемагає. Розум його недослідний, і він дає стомленому силу і дарує знемогленому молодость. Стомляются и юнаки, и слабость, и молодые люди падают, а те, что сподаются на Господа, обновятся в силе, подымут крылья, як орлы, потякут и не стомятся, пойдут и не стомятся. Видите, такая радость з'явилась у серці: Господи, дякую Тебе за это чудовне слово. А я думаю, ну так, от добре, але от, як би не так зрозуміти, що це менавіта той откат, який від себе, від Духа Твоего Святого. І така була подія у менавіта у цей вечір, що це була субота, і старша моя дочка пішла в город, пішла на дискотеку, і в поздній час, 1 ночі, нема дочки. Я думаю, дякую Господу, что я верующий человек. Заместо того, как мне что-то там комментовать, видите, так разрушиваться, я Библию в руки и начинаю читать Слово Божие. 2 годины ночи, 3 годины ночи. И раптом отчиняются двери, и выходит моя дочка. Видите, я так уже приготовалась с ней сказать, ну, что-нибудь такое, вот таким отповедным выпадку. А я, видите, тримаю так в руках каперту, каже: мама, тобі письмо. 3 години ночі мені письмо. Я кажу, ти нечто не то и кажешь. Это ты специально, как я на тебе так это не кричала. Она каже, ні, правда, тобі письмо. З церкви тобі письмо. Я беру в руки, видите, так відбулося, що у мене якраз день народження був, раз день. Справді беру письмо, а там написано «Церква должна дать», обратно, зворотный адрес. Отчиняю его. И видите, ну просто сердце мое вот так разрушилось. Вот там такая пригожая поштовка, видите, в этой яве, так, и там Слово Божие, и там написано: «Тые, что сподеваются на Господа, обновятся в силе, подымут крылья, як орлы, потякут и не стомятся, пойдут и не стомятся». І треба було побачити мою дочку, коли я замість того, як її ругати, я її обняла, почала цілувати, кажу, дякую тобі великий,
Івановна, я нічого не розумію. Я кажу, зрозумієш коли-небудь. І це була така велика радость. А на раніці я пішла в богослужение і заходжу в церкву, видите, і псалом ухвалення, а потім пастор відкриває Біблію і каже, а сьогодні я почну не з проповіді, а почну читати Слово Божие. И он снова читает. Тыя, что сподаются на Господа, обновятся в силе, подымут крылы, як орлы, потякут и не стомятся, пойдут и не стомятся. Так скажите, любостные мои братья и сестры, но як нам не славить нашего Господа? Як нам Его не ухвалять? Як сапраўды спадзявацца на Яго вялікую силу? Гэта Біблія, гэта Слово Божие, якое даруе нам усім адпачынак у цяжкую гадзіну. Якімі, калі мы зусім свае крылы сапраўды так опускаем, ведаеце, гэта ўсім знаёмая падзея. І яшчэ хочу я уславіць Господа адным віршам. Люблю я спаси у книге дивной Твоей любови клич читать. И весткой радостной, порывной люблю я сердце хвалевать. Люблю я супокою слово всем присутным обвещать. Святло небес и вырос новый на тварах братских назирать. Люблю вести Твоею стежкой, Тобою данной крыш нести. Люблю я стомленной душою для ног Твоих спокойственно стих. Люблю Тебя, хоть порою Твой тестамент я забывал. Люблю, хоть не любовью тою, якой огнистов так жадал. Люблю Тебя. Ты ж не учора, давно меня Ты покахал. Ты в свете людским был убор и за меня свой крыш принял. Ты, Господь, сам любовь святая, и як перед зихотением дня лучина тьмяная ночная, так пред Твоей любовь моя. Але Ты, Боже, все ж не гасишь, и искру угорачем льне, его распалишь в своем часе, любовь Твоя з'явши в ране. Люблю Тебя, бо не могу я отца любови не любить. Прошу, любовь свою даруй нам, мою ж согрей и оживи. Дорогая церква, я рада привітати вас именем и любовью Господа Иисуса Христа. И хочу передать привітання от церкви з города Стовпця Тайна Христова. Мені довелося доволі значну частку моего життя провести у свете без Господа. Я выросла сама у христианской семьи и разумела, что означает служить Господу. Однако, когда я поступила в пединститут в Бресте, я пошла по стежках своих. Я просто не стала звертаться до Господа, а будовала сама свое життя. И зрозумела, что марно будовать нечто, плановать без Бога, потому что все одно планы рушатся, сябры покидают. И туга, несусветная туга наполняет сердце. А я вдячна любому Господу за то, что были на моем життєвому шляху ті люди, які несли моління за мою душу до Господа. Я вдячна Господу, що Він звітувався, і не вічно ми знав, у яким я опинулася, Він узняв мене 10 лет. Він знов пригорнув мене, і знову я з вами разом можу уславити Його святое ім'я. Але ще є у світі ті люди, які близькі моєму серцю, ті люди, які дорогі мені, з якими я поруч крочила. І я так само тепер несу моління до Господа за їхні імена, за їхні душі. Я, як і кожен з вас, видать, веде війну за їхнє серце. Я не прагну самоту, хоть самотный до Бога ближи. Дух мой молится потай, дай мне тих, хто за все дрожит. Дай мне тих, что с грехами до богемного света идут, что не молятся в храме, что не побач со мною живут. Дай мне тих,
хто збавення не знаходить у марах своїх, хто життєві звенья разорвал на шматки, дай мне их. Не хочу в твоем храме одиноко душой пустовать и спевать то я сама просто так, отмирать, остывать. Отримавши свободу, не шукать себе знов давным, я хочу твоей згоды, над землею голосят звоны, и мне чуется в звоне их имены летят до меня, тых, кто плачет и стогне, тых, кто душу отдал сатане. Светлый Божа, что варты, пред тобой что значит мой тень? Думаю, чертью правда, близкий, спяшається Господа день. Прийдеш, Божа, з'явлення, час вертання, ближе і ближе. Уздимай моління, дай мені тих, хто за все дорожить. Коли сердце от смутку болит, коли очи от горечи плачут, не спешайся с весновой кали, твоего суму никто и не бачит. Не спешайся с весновой кали, твоего суму никто и не бачит. Свое сердце добру расчини, не загадывай об доли, недоли. И отчуешь ты моц добрыни, бо на все это Вышняга воля. И отчуешь ты моц добрыни, бо на все это Вышняга воля. Не спешайся светло потушить, до Иисуса звернися с молением, знойдешь мир и отклонение души. Перед Богом склонивши колени, знойдешь мир и отклонение души. Перед Богом склонивши колени. Помни тое, что вечный Господь новой радостью сердца спокоить. До Его, до Иисуса приходь, бо на все это Вышняга воля. До Его, до Иисуса приходь, бо на все это Вышняга воля. Любостная церква. Сердце побуждается Господом помолиться. Помолиться за всех тих подяковать, кто пришел до Господа. И за всех тих попросить, кто еще не ходит шляхом тим, який веде до Христа, який веде до храма Христова. Не спознав усю правду Господня. Сьогодні ми стоїмо в проломі, стоїмо перед Господом, стоїмо і буває плачемо скрозь свою
і просім, Господи, колькі яшчэ людзей, колькі яшчэ населеных пунктаў не жывуць так, як Ты б хацеў, як кажа Твоё святое Слово. Давайте мы дополним келих молитву с нашего места. Добрый наш и любящий Отец, Господь наш, любящий пастырь, дорогий наш Христос, и в этот час мы снова стоим перед обличием Твоим святым, перед Тваром Твоим, щиро Тебе дякуючи за всіх тих, кого однойче Ти покликав на шлях збавлення. Щиро дякуючи Тобі, Господь, що Ти за грехи наші отдав свого однородного Сина. Боже, щоб не загинув чоловік, но мав життя вічне. Щиро дякуючи Тобі за тих, хто уславляє ім'я Твоє святое, Господи, Боже мой, і сьогодні, і вчора, і третього дня. Але наш дорогий Ісус, коли ми глянемо на окон, на наші палетки, Боже, на наші городи і вёски, Господи, колькі ще греху на этой землі, колькі ще неправди, колькі усього того, що, Боже, наслонилося через покоління. Ой, Ти святий, Боже, храни серце людське, Дух Святий, зійди на нашу землю, Дух Святий, отцели нашу країну, Дух Святий, поклич наш народ на себе. І не тільки, Господь, мой наш народ, але й тих, хто поруч, тих, хто, Боже мой, і другі народи. Господи, злітуйся над этой землею, тому що без Тебе нема щастя, без Тебе, Господь мой, тільки смерть і тільки грех, без Тебе нема будучини. Боже любий, Боже ласкавий, Ти Отець, Боже наш, Ти Отець для чоловіка, Господи, дай послухати людям і почути голос Твой, дай, Боже, это жадання близьти на Тебе во ім'я Господне. А ми не співали стоячи на наших ногах. Я щиро Тобі дякую, Христос Спаситель мой, за Духа, що однакою Ти дав душі мою. Я дякую Тобі, що визволив мене, життя дав без конца, прогнавши духа зла. М'яке духа присів, і в серце я подав, нап'є моїм життям, завсьоди керував. Я щиро Тобі дякую за крив Голгофський твой, за нас Ти дав прихистив, нас визволив собой. Я дякую Тобі, що визволив мене, життя дав без конца, прогнавши духа зла. М'яке духа присів, і в серце я подав, нап'є моїм життям, завсьоди керував. Я щиро Тобі дякую, надія Ти моя, Тобі усьо життя моє, пошана і хвала. Я дякую Тобі, що визволив мене, життя дав без конца, прогнавши духа зла. М'яке духа присів, і в серце я подав, нап'є моїм життям, завсьоди керував. Ты рыхтовайся, и я рыхтовал нечто, але коли Дух Святый поведе, все, планы меняются, и
хочется мне засвечить, и я уже почну с другого. И вельми подобаецца мне ваш город. Я, когда где-то бываю вельми далеко, я завсёды, когда приезжаю в нашу краину, я стараюсь после приезда взять кого-нибудь машину, и сам с сябрами мы едем у мир, меня свиш, покуль я не побываю тут, я считаю, что я еще не побыл на родине. Не вельми подобаецца этот город. Пригожий, я тут народился недалеко от вас, на Улизинщине, где починается Нем, называется Неманец, возле моей вёсочки. Видите, и так тема такая пошла, видите, о спасении души человека, и мне хочется засвечить, что отбылось со мною. У нас, видите, свято Рождество Христово, в нашей церкви было такое домовление, что каждый кого-нибудь приведе с родных, с близких, ну кого-нибудь, чтобы не вести одному. И так и я мерковал с жонкой своей. У меня есть сябры, які слухая меня, я ему даваю Библию, подарю, завет, не читая, телефонуя мне, пытается, что я так думал, что спытался, ты пойдешь ты со мной в церковь? Ну, пойду. Я так мерковал, что вот на Рождество Христово я его приведу. И когда нас надо было вести, я потелефоновал ему, а он сказал, что нет. Видите, и как я его не упрошу? Я говорю, приеду за тобой на машине, заберу. Не вельми рано. Когда я кажу, что может на час у нас, на полгодины, на полпершего есть служение. Не, кажа, нема мне тогда уже и часу, так он казал. Я отчув, что это нечто не свое. То ты не казал, что добро, пойду, а тут нечто нет. Видите. Когда у меня есть брат двоюродный, который вельми пьет, который все время просил меня, возьми кого-нибудь меня. Але колькі я не приезжал, он завсёды был выпивший. И думаю, дай потелефоную ему. Телефоную я ему, он поднимает трубку Леончика, я только что хотел тебе телефоновать. Поедем, я уже созрел. И так узгадывался, я ведаете, думаю, ну дякую Богу, ну тут Господь отказал. А потом через 5 минут телефоную, нет, ты ведаешь, не отбывается. Я бачу, что и тут некий заслон. Бачите, я кажу, чекай, я сам к тебе приеду. И я кинулся до его, и побег, живе недалеко. Я прибегаю до его хату, а нечто перед тем, как зайти в хату, в дом, некий человек скользнул в этот подъезд, где он жил. Я нечто как-то так, видите, отчуваю душа, что ворог некий прошел. И я, поднимаюсь до его хату, точно, этот человек уже стоит у него в пороге, телефонуя, звонит ему, братан открывая, тот достает бутыльку, и все. Я скажу, ну что, Сергей, ты ж меня чекал? Он каже, почитай трошки, я вот полячусь, и потом мы с тобой будем размовлять. Ну, я ведаю, что я ему 2 руки, и все, я уже с ним не варто и говорить. И видите, я вышел так, и думаю, ну, так, здарилось, что не поспел я. Пробач, говорю, Господь, ну не поспел, ну чему так? И туды не поспел, и сюды. И видите, аж слеза потекла у меня. Я не стал, говорю, садиться на троллейбус, я пошел пешку до дома, хотя там остановок с 5, видите. И так засумовал. А на раницу мы пошли на свято, на Рождество Христово. И мы вышли с троллейбусной остановки, там трошки пройти до церкви нашей благодать. Але, видите, как-то так соромно мне было. Мне казалось, что на меня все глядят, что мы никого не ведем, что с нами никого нема, мы идем вдвоем. И я жонке помню, кажу, давай худший, чтобы пройти это, чтобы не стать. Видите, прошло это свято, чудовное служение, чудовное набожество, але нечто в сердце не попало. Я никого не привел, я ничего не зробил для тебе, Господь. Думаю, видите, и мы поехали до дома. И так здарилось, что нечто нам захотелось выйти за 2 остановки до хаты. Жонка моя кажет, давай выйдем купим хлеба, пусть в этом магазине. А в нашем доме свой магазин, и вокруг нашего дома есть еще 2, где все это есть. И чему мы вышли, так и не ведаем. Мы вышли тут. Потом я кажу, слушай, а солнышко светит, а мороз, помните, крещенские морозы, до 25 доходило. И я кажу, давай пройдем в эти 2 остановки до дома. Жонка моя не верит выходить. А тут она вдруг сказала, добро. Я сам не ничего думал, чему. И мы пошли. И вот отошли мы в одну остановку, и бачим, у глубине снега копошится человек. Мороз 25 градусов. И он раздетый, вот в одной камызелечке некой, без шапки, без рукавиц, руки синели, и он на карачках стоит, хочет встать и не может. Вот такие пьяные, видите.
И я так зловался, думаю, ну свинья ж ты свинья, Рождество Христово, и ты на раницу, мы уже идем у 12 ходим, ты так набрался, что даже не можешь устать. И мы стали проходить. И вдруг я бачу, что все люди проходят. Видите, никто не поднимается, не подходит до его. И я вспомнил, видать, Господь нам вспомнить, видите, что по телебачению казали, что 15 хвилин на таком морозе человек помог, змерз. И я, видите, отчул, что вот сейчас дьявол забирает эту грешную душу. Мне что-то хамянулось мне, я вернулся, говорю, чакай на жопу свою, и побег в эту гурбу. Подбегаю до его, стал поднимать, а ему уже так смерз, что ноги кручанели, и руки синие, и он не может казать. Я говорю, куды тебе, а ты откуда что? Он только гучал, гу-гу-гу. Я взялся за рукой, она как лед. Тогда я взял его руки в жменю и свои приклал. И тут он закричал, горячее, горячее, горячее. Я думаю, ну что же это горячее? Я отнял руку, приложил до щеки, холодная и лед моя рука. Я опять на его, горячее, кричи, горячее. И тут начал казать, это вы откуда? Я кажу, мистер, ви вигадать, ми вирішили люди. И он каже, дякую, дякую. И мне тогда я говорю, где ты живешь? Где ты твой дом? И вот тут показываю на ту сторону, куда нам вести. Я говорю, ходи. Ледь, я говорю, под руки, так замерз он. И он стал трошечки вылазить из этого, стал трошечки очунивать его, чую, что нечто уже стал лепетать, нечто гучить. Потом каже, а як знести вас, люди добрі? Ви ж вирятували мені життя. Я кажу, як знести, нас много вірить, приходь до нас у церкву. А у мене завсюди пригласительно. Я взял карманчик, думаю, ну куда же ему покласть? Бачу, у него тут вот карманчик, в этой курточке летненькой, и там сигареты лежат. Я думаю, положу-ка я туда, полезешь же ты за сигаретами, и не применяешь ту пригласительную. И мы подвели до его подъезда, и он стал вельми дякать, скажет, я живу один. Я говорю, как один? Тебе же 50 годов. Не, я смотрю, и она старая, уже ей 85. Я бачу, что человек зарубил еще в этом свете. Видать, и семья была, пошла дьявол, и детки пошли. Раз в такие годы, он один, и без мотива. Я кажу, приходь до нас, Господь кахає тебе и чакає. Колись я так блукав, як ти. Я бачу, Господи. Я не ведаю, где пришел этот человек, у нас великая церква. Я все время углядаюсь у твар этих людей и меркую, что то зерно, то зернятка, та пригласительная, может поставить у добрую землю и даст добрый всход. Бо колись когда-то и мне, ось так, когда я хворел, вельми, после Чернобыля, я ликвидатор, мне колись дали Новый Заповедь. Я не сразу стал читателем, я целый год носил с собой, пока когда усходит, кажется, пока я пришел в церковь, когда я пришел, и назад не дошел. И видите, я чудовно, мы тогда пришли додому, стали на колени, говорю, Господь, дякую тебе. Вот тут ты, говорю, дьявол, спозднился, вот тут ты опоздал. Этот человек будет вырван. Дякую Богу. Я хочу прочитать Господу, и Господь так посмотрел, что я приехал, дякую ему Богу. Он так він бачить, що він завсюди отказывает, видите, а все, в чем мало Господь дал нам. И самое главное – это иметь веру. И я хочу прочитать вот, книга Высловия Соломоновых, раздел 3, 21 стих. «Сыне мой, не упокойся з очей твоих грехов, заховывай здоровье моцы твоей, разважания, и они будут життем души твоей и окрасою шиї твоей. Туди безпечно пойдешь шляхом твоим, и нога твоя не спотыкнется». Дякую. Пойдем за Господом, будем вести до конца дней. Ведь з ним так добре, видите. Что мы, коли тяжко нам, мы звертаемся до Его. Коли хвореем, мы звертаемся до Его и Его Царя. Коли добро нам на сердце, мы опять идем до Его и говорим, дякую тебе, Господь, за это хорошо и за ту благодать, якую ты дал нам. Любимо. Дякуємо за те, що його. Ведь самые лепшие годы нашего життя, видите, это дитинство наше. Мы тогда жили у Любови Матулиной и батьки наши. Мы видели, что они кахают нас лепше за все на свете, и мы кахаем их также. И завсюду дети кажут, мои батьки самые лепшие в свете. И вот Господь нам продлил вот эти добрые годы. Воен наш батька, воен наш мать, а мы дети Его. Дякую Богу. Аллилуйя.
мої сестры, хлеб теперь есть, и до хлеба есть. Але не хапая любови, не хапая правды Божией на этой земле. Як яна прыйдзе? Хто прынясе яе? Дзе жывуць людзі гэтыя, якія спазналі правду? Ад каго яны нарадзіліся? Хто гэту правду ім даў? Перад кім яны абязаны і перад кім яны вядуць як бы праваздачу? Як вы думаеце? Хто пойдзе? Хто пойдзе, хто прынясе? Быў некалі час на зямлі, калі не было царквы, і Бог дасылаў анёлаў. И анёлы приходили за небесом и обвещали правду Отца и истину Господа нашего Иисуса Христа. Но когда через Христа, про Христа и со Христом народилась церква, и Бог сказал: «Итак, идите и обвещайте, и научите все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа». И это великое доручение даровано нам с вами. Дорогие люди, нам с вами. Это великая отказанность, и великое благословение, и великое счастье. И Слово Божие не только моцное у слове своем, яно моцное, что у житті нашому робить дії. І так, як яны говорять, так яны живуть. І яны просять любові для того, хто побач, і для того, хто і не побач. Господи, мы виноваты всем, что Твое святое Слово и Твою любовь. Господи Боже мой, дай нам такий час, как мы и ночью не спали. Але Боже, Духом Святым научай нас, наставляй и дай силу и моц. Господи, как люди, как чем больше людей жил у их сердца Христос. И Слово Божие каже, як люди поверуют, коли не почуют. А коли почують, як іще повірують, коли убачать силу Божию, яку Бог даровал детям своим. Тому мы все разом с вами уславим Господа спевами и споем той псалом: «Ты, кто побач с тобой, дай Боже Бог во имя Христова». Аминь. Давайте Thank you.
бывает нам смешно, но тем не менее, знаете, это прекрасно, когда частичку своей Родины ты вносишь и вкладываешь в тот труд, который Господь тебе дал. И я хочу сказать, что немножко я думала приехать сюда чуть-чуть попозже, все-таки еще месяц впереди отпуска. Но когда Таня позвонила и сказала, что Иван Яковлевич здесь, и что это последнее воскресенье, что он будет здесь, я приехала сейчас. И я хочу сказать огромное спасибо Богу за тех прекрасных наставников, которых Он дает в начале пути. 1 ноября будет ровно 10 лет, как я однажды стояла вот здесь на коленях. И я сохранила ту открытку, которую мне подарил Иван Яковлевич. Я сохранила то Евангелие, где было написано «Иди и впредь не греши». И на этой открытке было написано, что все грядут скоро, и это стало действительно благословением, это стало той печатью моей дальнейшей жизни. И еще я помню слова, когда уже вопрос стал о том труде, который ожидает нас в Сибири, можно сказать, вернее, так, в Забайкалье, когда он сказал, что, сестры, это трудно. И он сказал, что вам будет очень тяжело. Я не говорю это для того, чтобы вы боялись и ехали туда, но знайте, что иногда бывает такое представление, что все в жизни легко, не имеешь никакого представления, как там, что будет. Ну, знаете, бывает иногда эмоции. Взял, собрался, поехал, и все. И он сказал, что будет тяжело, но дай Бог, чтобы вам было легче. И вот эти слова, они всегда с нами. И я хочу сказать сейчас спасибо ему, Яковлевич, за то, что все-таки Господь усмотрел эту встречу. И, конечно, вся слава Богу, потому что Он поднимает людей, Он ставит на служение, Он влаживает в уста те слова, которые порой так необходимы нам. Может быть, и Иван Яковлевич их не помнит, но помним это мы. И так важно, когда Бог влаживает в наши уста свои слова, и чтобы мы благословляли людей. И, может быть, иногда хочется говорить так красиво, что с Богом легко, с Богом прекрасно. Это, конечно, это замечательно. Но когда приходят трудности, люди часто задают вопрос, а где Бог? Почему я Его не чувствую? И сейчас я хочу немножко, знаете, и свидетельствовать, и чуть-чуть проповедовать. И я хочу вместе с вами открыть Евангелие от Матфея, это 22 глава, 37 стиха. Вы все прекрасно знаете это место, но я хочу его зачитать. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Аминь. Особенно вот это слово познаешь, когда ты идешь с Богом и когда ты в служении. Действительно, не все всегда так легко. И можно сказать, что никогда легко не бывает, но в этом ты глубже понимаешь Бога. В этом ты глубже открываешь Его сущность. И каждый день я благодарна Богу, что мы можем сказать: Господи, мы Тебя совсем не знаем. Оказывается, Ты такой великий, оказывается, Ты такой могущественный, оказывается, Твоя слава действительно наполнена вся земля. Когда, даже сейчас, когда приехала домой, знаете, как-то сразу чувствуешь себя потерянной, потому что там всегда среди людей, там всегда ты занят чем-то. А здесь приехал домой, казалось бы, вроде соскучился, приехал 2 дня, 3, и уже скучаешь. И уже понимаешь, что, Господи, ты просто не можешь без этого труда. Ты уже не можешь без тех людей, без тех, которые, может быть, знаете, иногда смеются вслед, и иногда лучше не повторять то, что они говорят, и буквально перед нашим отъездом нам часто бьют окна. Слава Богу, у нас есть свое здание, мы сейчас ремонтируем его. Но знаете, когда они видят, как мы его ремонтируем, они стараются бить стекла. Мы ставим новое, мы приходим на утренние молитвы и смотрим, что они снова разбиты. И сняли табличку, где было написано «Церковь христиан веры евангельской», и буквально содрали ее. На следующий день мы пришли, снят крест, и написано «Слава сатане».
Вы знаете, когда приходишь и сталкиваешься с такими людьми, невольно возникает Господь. Но это действительно так кощунственно. Почему люди так делают, что действительно Бога не боятся? Но Бог говорит: ты любишь меня? Ты понимаешь, да, Господи, я люблю тебя. Ты любишь ближнего, как самого себя. Тогда встает вопрос, а действительно ли я люблю этих людей, как себя? Даже если они снимают крест, даже если они пишут такие слова, но Бог говорит: я умер за этих людей. Я умер, и цена моя — это все то, чем я был сам. И вы знаете, когда вникаешь вот в эти слова, и написано, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою и всем разумом, тебе ничего не остается. Потому что все твое естество, оно должно принадлежать Богу. И дальше, ну, казалось бы, ну еще немножко, чуть-чуть своего должно же что-то остаться. И Бог говорит: а вторая заповедь — люби ближнего, как самого себя. Мы очень часто хотим к себе внимания. Мы очень часто хотим, чтобы мы были как бы в центре, чтобы мы были поняты, чтобы нас выслушали, чтобы нас где-то задействовали, чтобы действительно нас принимали как очень вполне таких благополучных людей, что ли, в этой жизни, чтобы нам было уделено это внимание. А Бог говорит: ты думаешь, этот человек не хочет? Ты думаешь, он не хочет этого? Но очень часто мы судим вот именно по поступкам. А Бог говорит: а я знаю сердца этих людей. Я знаю, ведь когда-то я не знала Бога, и когда-то я проводила какие-то комсомольские собрания и говорила на атеистические темы, но сегодня я проповедую Евангелие. И Бог говорит: тебе ли не знать, что тот, чья рука писала эти слова, может, эта рука будет молиться за больных, и они будут получать исцеление. Потому что люди не знают меня. Поэтому вы здесь, чтобы проповедовать это слово, чтобы вы не жили для себя, чтобы вы не жили для той жизни, которая была бы вам угодна. Живите той жизнью, которая угодна мне. И Господь еще эти слова, Он еще подкреплял такими местами из Писания. Я хочу вместе с вами еще открыть несколько мест. Это Евангелие от Марка, глава 14. Такие слова, я не буду все читать, так как время идет. Я просто хочу выборочно сказать, что вы знаете, когда пришла женщина и принесла мир в алавастровом сосуде. И когда она разбила его, все это исчезло в один миг. Все то, что имело такой доход, все то, что было так драгоценно и дорого, исчезло в какие-то считанные секунды. И сосуд был очень дорогой. И почему-то люди, которые вроде бы и знали Бога, которые и шли за Ним, и стремились как-то познавать, служили Его закону, они вдруг испытали чувство раздражения, что это непрактично. Можно было бы это как-то более мудро распределиться. Но Иисус сказал такие слова: «Она доброе дело сделала для меня». И дальше Он сказал: «Она сделала, что могла». Может быть, действительно, наша практичность всегда стоит на нашем пути и как бы мешает делать то, что мы можем. Мы думаем, как лучше, как сделать так или иначе. Но это был тот жест любви к Богу, который сделала эта женщина. Она в этот миг она не знала, что такое практичность. Она сделала, потому что она любила. Иисус сказал, что она сделала все, что она могла. Иногда кажется, что охота сделать что-то такое большое для Бога, но Иисус не требует этого от нас. Он говорит: сделай то, что ты можешь. И люди, они даже не заметили этого благоухания. Они даже не заметили, что весь дом был наполнен этим ароматом. И Иисус сказал, что она доброе дело сделала. Ему понравилась эта расточительность. Это было приятно ему, он увидел нечто прекрасное в этой расточительности. Но люди были заняты своим раздражением, они этого не увидели. Иисус говорит дальше. Еще есть одно такое место. Мы все стремимся в Царство Небесное. Мы знаем, что небеса открыты для нас. Вы знаете, к сожалению, мы видели людей, которые теряли свои имена в книге жизни. И это было страшно. Когда они меняли милость Божью, благодать
на этот мир. И мы видели, что они не были с Богом. Они умирали, но они не шли к Иисусу. И это очень печально. Хотя, когда была жизнь, была полна каких-то наслаждений, каких-то впечатлений, эти люди считали, что мы войдем в Царство Небесное легко и просто. Но мы знаем, что Царство Божие наберется усилием. Именно усилием. И благодаря этому труду в Бурятии мы поняли, что значит посвятить себя Богу. Это тяжело. Знаете, когда ты живешь и все-таки понимаешь, что жизнь, она полна каких-то развлечений, чего-то еще, можно немножко расслабиться, можно не настолько активно, может быть, служить Богу, как-то бывает отдохнуть. Но Бог говорит, что не делай этого, потому что зло, оно очень активно. И если ты не займешь эту позицию для меня, обязательно займет сила тьмы. И тогда придется еще работать еще в 5 раз больше для того, чтобы отвоевывать это. Потому что зло, оно коварно, оно ужасно. И когда видишь, как это зло просто уничижает людей, как это зло в буквальном смысле просто бичует людей, ты понимаешь, что нет времени для отдыха, нет этого времени. И я хочу прочитать еще одно место. Это Евангелие от Матфея, глава 13, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Я знаю, что неоднократно, наверное, проповедовалось это место с этой кафедры, где бы вы ни были, вы слышали, сами прекрасно его знаете. И обычно всегда идет трактовка, что тот, кто купил поле, это Господь, поле — этот мир, сокровища — это верующие люди. Но знаете, я хочу еще сказать о том, что часто мы поем: «Иисус, я хочу быть таким, как Ты». И Бог говорит: будь таким, как я. Что я пример для этой жизни. Что не смотрите на людей, смотрите только на меня. Во мне вы будете черпать силу, во мне вы будете получать откровение. Через меня будет исходить благодать и то исцеление, которое будут получать люди. И вот это Царство Небесное. Мы все держим туда путь. И вот эти слова о том, что Господь, Он купил это поле. Вы знаете, я часто просто сравниваю даже немножко, может быть, нашу жизнь, и я понимаю теперь гораздо глубже это место из Писания, потому что поле — это поле, которое было неприметное. Там росла и крапива, и бурьян, и терни, и никому оно не было не нужно. И только Бог знал глубину и ценность того сокровища, которое сокрыто в нем. И Он отдал все, что было. Он отдал себя. И пример Иисуса Христа для нас — это идти в этот мир, идти на это поле. И на первый взгляд ничего примечательного, действительно один сорняк. Вы знаете, когда люди приходят на служение в пьяном виде, когда пытаются сорвать служение, когда начинают говорить такие вещи, когда просто люди, которые обладают гипнозом, приходят и начинают проявлять свою якобы силу для того, чтобы ты замолчал или что-то еще, когда просто приходится выводить этих людей, когда бывают такие времена, что приходят и домой, знаете, в таком разбушевавшемся состоянии, еще и когда ведешь служение, приходят из православной церкви с иконами, с крестами и начинают просто противостоять этому. И ты знаешь, что ты должен говорить, потому что все люди смотрят на тебя. И все люди смотрят, что из этого всего выйдет. И слава Богу, Господь настолько благословлял, что, вы знаете, даже мы вместе с православными проводили служение. И это было такое благословение. И я знаю, и в последнее время Господь показывает о том, что молитесь друг за друга и благословляйте друг друга. Потому что каждый человек, он нуждается во спасении, каждый. И люди должны увидеть мир и ту любовь, которую Бог вложил в наше сердце. И когда ты знаешь, что вот эти люди, они как то сокровище, которое сокрыто, и его нужно выкопать, хотя ты вроде бы отдал уже все, казалось бы, я уже
отдал какую-то часть своей жизни для этих людей, но ты только приобрел это поле, а впереди весь труд. Нужно достать, нужно очистить. За долготою времени оно уже где-то испортилось, может быть, оно грязно, может быть, изъедено ржавчиной. А грех, он действует очень быстро. Его нужно привести в порядок, его нужно раскрыть. Вы знаете, у нас был такой момент, когда пришли две девушки в церковь, две сестрички, и когда они стали ходить в церковь, пришли их родители прямо среди служения. И они сказали: куда вы влекли вы наших детей? Куда, что вы не имеете никакого права? Это был очень неприятный разговор, и, конечно, знаете, мы вернулись домой, мы просто плакали. Плакали и эти девушки, потому что они искренне пришли к Богу, и родители просто запрещали приходить на служение. И так сложилось, что Таня, она, естественно, занимается у нас пением. Она раскрыла в одной из этих девушек талант, и она поступила, сейчас она учится на вокал, и она уже поет по бурятскому радио. И знаете, вот эти родители, мать, она пришла, и буквально перед нашим отъездом она приняла водное крещение. Она сказала, что жизнь моих дочерей стала свидетельством явления славы Иисуса. И она сейчас проповедует, она работает главным бухгалтером, она проповедует в магазинах. Наши старшие сестры, они, слава Богу, они очень активны, несмотря на свой возраст, они идут, они собирают группу, идут в магазины по своим районам, и идут и проповедуют Евангелие. Идут в такие притоны, там, где люди пьют. Они идут туда, и они проповедуют Евангелие. И сейчас отец их, ему очень неловко перед нами, потому что он видит, насколько изменила жизнь его дочерей, насколько они прекрасные сестры сегодня, насколько они сегодня своим голосом славят Бога. И Бог показывает, что ты никогда не знаешь то, что я явлю завтра. Вера — это уверенность невидима. И то, что ты на этом поле, и то, что знай всегда, что это мое сокровище, что я заплатил великую цену, и оно так драгоценно передо мной, что никогда не обращай внимания на те поступки, которые люди делают в очень такую отрицательную сторону. Я явлю славу и через это плохое. И ты увидишь, что я Бог всей земли. Бурятия — это республика буддизма, шаманизма. Вы знаете, когда едешь и смотришь, как люди бросают деньги на высотах, потому что там из Дацана привязывают такие тряпочки для того, чтобы как бы дух Бурхана там благословил их или что-то еще. Люди верят в это, верят очень искренне, платят огромные деньги в Дацане для того, чтобы пришло какое-то исцеление. Одна женщина, она сказала, что я обошла всех лам, я отдала последние деньги. У нее, знаете, такое коммунистическое воспитание было. И однажды, просто обессилев от этой жизни, от такой судьбы, я упала на колени. Я не знаю, кому я молилась, но я сказала: помоги мне. И он помог. Он стоял рядом со мной. И я слышала его имя. Это был Иисус. Вы знаете, женщине, насколько мы знаем, жизнь бурят, настолько огромное давление именно поклонению Будде, что поверить в Иисуса — это чревато отречением родственников всех. Она поверила в Иисуса. И сегодня эта благословенная сестра, она сама живет в Магадане. Ее сестра пришла к нам в церковь, покаялась. Знаете, это действительно благословение, когда ты видишь, как бывшие наркоманы сегодня учатся в библейских школах, как они сегодня сами образуют прекрасные семьи, имеют своих детей. И они проповедуют это Евангелие подобно когда-то таким же, какими были они. Это Господь. И Бог говорит, что я явлю славу. И Он являет славу даже тогда, когда у нас не было отопления. Сейчас вот мы вернемся, мы будем делать это отопление. Но знаете, в прошлом году была очень крепкая зима, очень сильные морозы, 50 градусов. Люди забыли, сами старожилы, чтобы когда была последний раз такая зима. И люди приходят на служение. Люди приходят на служение, пар изо рта, минусовая температура, сидят бабушки, несмотря на свои болезни, сидят дети. Мы поем, пар изо рта, говоришь, все, буквально голос теряется. Но люди сидят,
Приходят неверующие люди для того, чтобы послушать Слово. И когда мы приходим домой, мы обычно набираем горячую воду в тазике, знаете, и сразу туда ноги заталкиваем, потому что ног не чувствуешь. И несмотря на это, люди снова и снова идут на служение. И зовут с собой. Потому что Царство Небесное – это сокровище, скрытое в поле. Оно подобно этому. Нам так иногда кажется, Господи, ну как там, на небесах. Одна сестра, уже пожилая сестра, она готовится в вечности, но она говорит, что я боюсь. Все-таки страшно умирать, и что там? Ей очень нравится песня «Иисус, лоза виноградная». Ей так хотелось увидеть эту долину чудесную. Вы знаете, однажды она прибежала, глаза счастливые, буквально помолодевшая лет на 20, она говорит, вы знаете, Бог показал мне эту долину чудесную. Говорит, я не боюсь сейчас умереть. Говорит, я не боюсь, потому что, говорит, там так красиво, там такие цветы, там такие птицы. Говорит, здесь на земле этого нет. Говорит, и я не боюсь. Вы знаете, когда приходят люди, и когда видишь слезы радости на их глазах, ты понимаешь, что эта жизнь, она не проходит бесследно. И что люди стоят того, чтобы говорить, чтобы проповедовать, несмотря на то, как сказал апостол Павел, что я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. И я знаю, что в нашей жизни у нас есть уже свои евангелисты. Слава Богу, у нас уже есть люди, которые несут пасторское служение уже самостоятельно сами. И мы понимаем, что мы должны этому миру. Мы должны, потому что мы знаем эту истину. Мы знаем проповедь Евангелия. Мы знаем животворящий источник, который исходит от Голгофского креста. Люди этого не знают. И хотя злословят. И хотя, вы знаете, нужно много рассказывать, потому что таких моментов очень-очень много в жизни. И за все эти 8 лет мы можем лишь только сказать «Слава Иисусу!» Слава Богу, что Бог защищает, когда опасность. Бог защищает, когда какие-то нужды. Бог благословляет и показывает свою славу и говорит, не бойся, только вера. Только вера. И ты видишь эту славу. И ты понимаешь, что Господь, Он так близко рядом с тобой. Иногда, может быть, реально ты этого не ощущаешь. Но когда ты веруешь, ты видишь. Когда ты веруешь, ты видишь, как Бог действует. И идешь, просто иногда в ночи, особенно первое время, мы не спали сутками, потому что люди шли. Однажды, вы знаете, мне было настолько тяжело, я сказала, Господь, я не выдержу просто это. Я очень слабая, я не смогу просто. И Господь сказал, что в вашей немощи будет являться моя сила. Это слава моя, это не ваша. Это ваше желание просто служить мне, остальное буду делать я. Но однажды был такой момент, когда посреди ночи я просто буквально выскочила, чтобы просто побыть одной, чтобы как-то побыть наедине с Богом. Я шла, я плакала, и вдруг я услышала пение. Знаете, прекрасный голос, который исходил откуда-то, и песня слова «Пой Аллилуйя Господу». Это был один голос, потом второй, потом третий. Вы знаете, и вдруг я поняла, что это поют ангелы. Понимаете, тысячи сонных голосов слились в это пение. Я буквально, ноги приросли мои к земле, люди проходили мимо меня, у нас очень ночью бурно ведет себя молодежь, но вы знаете, я не могла сдвинуться с места, потому что это было настолько реально. И я поняла, все, что в этой жизни нужно, это петь Аллилуйя Богу. Чтобы вся жизнь была наполнена вот этой хвалой, вот этим пением. И я сразу же развернулась. Я такая радостная, счастливая возвращалась домой. И по дороге встретила женщину, у нее был вопрос развода с мужем. Мы знали эту женщину, знаете, она не христианка, но Бог употреблял ее, и она много помогает нам там. И мы так прекрасно поговорили с ней. Бог так благословил. Она ушла совсем с другим намерением, чтобы продолжить жить со своим мужем. Она живет с ним и сегодня. И когда я шла мимо, я слышала, как молодежь говорила о том, что а правда ли, что придет день Господень. Вы знаете, это была группа молодежи. Казалось бы, о
о чем, что им больше говорить не о чем. Но именно когда я возвращалась домой, я видела, как они говорили об этом. И Бог показывает, мир лежит в буквальном смысле в аду. И если ты знаешь истину, иди к этим людям. Когда мы пошли с программой борьбы против наркотиков, против СПИДа, лечебные учреждения, мы не знали, как проповедовать там Евангелие, но Господь открыл нам через эту дверь. И вы знаете, нас иногда предупреждали и говорили, что «О, там такая группа, они просто смеют вас, не ходите туда». Эта группа сидела со слезами на глазах. Они приглашали снова и снова. Многие просто по 2 раза приходили после 8 уроков для того, чтобы послушать еще раз. И когда группа евангелизационная входила туда, вы знаете, аплодисментами встречали. Потому что молодежь, она жаждет слышать Бога. Потому что люди, они жаждут слышать Бога. Но просто не всегда мы можем проникнуть вот в эту глубь сердца, в эту человеческую душу. А Бог говорит, это так важно. Потому что я вижу сердца людей. И я хочу, чтобы вы увидели, насколько каждое сердце, насколько душа драгоценна передо мной, что вот это самое главное в моей жизни. Сегодня звучали слова о том, что идите и научите народ. Поднимите глаза, посмотрите, как небо побелело, как жатва созрела. И сейчас лето Господне, оно благоприятное, это лето. И мы очень благодарны Богу, что мы там можем нести служение. Пусть трудно, но благословенно. Вы знаете, ничего, оглядываясь назад, ты понимаешь, что нет ничего дороже вот этих лет, потому что это слава Божья. Это действительно то сокровище, которое внутри тебя, и ты понимаешь, что не нужно никакого сокровища другого в мире, потому что вот эта мудрость, вот это благословение, которое Бог давал, оно драгоценнее всего. Потому что ты живешь с Богом, потому что ты знаешь Его, и ты любишь Его. И пусть Господь благословит всех вас. Нам очень радостно и отрадно быть здесь. Когда мы едем куда-нибудь на евангелизацию, у нас есть 2 дочерние церкви, наши всегда просят, спойте, пожалуйста, песню «Чекаем тебе на наш Иисус». Видите, уже белорусский немножко забываю. Но вообще мы всегда поем эту песню, и нравится очень эта песня. И Белоруссия. Мой брат, вы знаете, что семья у меня, она не христианская. Но когда сейчас, особенно я молилась, чтобы мне видеть, что Господь делает в моей семье. 2 дня назад моя мама покаялась. Знаете, это произошло дома. Она просто посреди ночи подошла к моей кровати и сказала: «Света, мне плохо. Я хочу поговорить, я хочу покаяться». Конечно, я хочу видеть плоды этого покаяния. И мой брат, старший брат, он сказал, говорит: «Вот ты трудишься в Сибири. И, слушай, а зачем ты туда уехал?» Он читал сейчас христианские газеты, он говорит: «Где, если это же правда? Я вижу, что Бог делает что-то в его жизни». Он говорит: «Так это же кричать надо этому миру, что люди, остановитесь, что это правда». Говорит: «Неужели тебе в Беларуси не нашлось работы?» И я сказала, что есть в Беларуси дружинки. Есть, которые славят Бога, которые поют, которые служат Богу и спасают людей. Он говорит: что-то я мало вижу. Знаете, иногда порой, может быть, и не находишь, что сказать, но я знаю, что есть эти люди, но Бог желает видеть эту жертвенность. Бог желает, чтобы мы не искали, знаете, своим практичным умом порой не исследовали, когда выбрать нужное время, когда пойти кому-то сказать, или как это будет выглядеть, что-то еще. Господь говорит: делай доброе дело для меня. Делай то, что ты можешь, а ты можешь, потому что я с тобой. И пусть Господь благословит всех вас. Нам очень прекрасно видеть и новые лица, и старые. Детей, конечно, не уменьшилось, но слава Богу. Знаете, мы, может быть, еще и не узнаем всех, потому что те дети выросли уже, стали большими. Но очень радостно быть здесь и сказать вам огромное спасибо за нашу прекрасную церковь, за Белоруссию, за то, что там белорусов много, миссионеров много, и поэтому отрадно видеть земляков, которые трудятся для Бога. Пусть Господь благословит всех вас. Аминь.
обращайтесь к своим братьям и сестрам там, куда ты придете. Проповедуйте слово, которое наводит страх на человека. Аминь. Перед тем, как я буду петь, я очень рада вас приветствовать. Мне очень отрадно и радостно быть здесь сегодня, в Несвежской церкви. И знаете, я хочу прочитать такие слова из Евангелия Иоанна 4 главы. Между тем ученики просили его, говоря: «Раби, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нее, как они побелели и поспели к жатве». Иисус говорил это, когда еще была весна, еще было 4 месяца до уборки урожая. Но это духовный смысл, когда он видел этот урожай уже поспевший. Он видел то, что уже созрело, когда только ты сказал Слово Божье, и Бог производит свою работу. И мы ходим в диспансер вот уже 5-6 лет. И знаете, иногда эти люди, которые там лежат, они уезжают. Контингент постоянно меняется. И мы говорили: Господь, мы не видим плодов того, что мы говорим. Может быть, мы сказали человеку, он уехал, он не покаялся. Но Божий принцип, он всегда работает. То, что ты говоришь, Божьи слова, они никогда не проходят бесследно. И это остается в сердце человека. Божье Слово, которое сказано, оно обязательно даст действие в жизни того человека. И Господь, Он столько много милости являл. Господь столько многому научил. И знаете, когда ты начинаешь служить Богу, у тебя какое-то ограниченное, может быть, представление даже самого Бога. И однажды я шла по улице и увидела, как от фонаря отклеилась рамочка. И мне Господь проговорил: вот в эту рамочку ты иногда меня ставишь. Я вот такой и не больше. Но посмотри, какое небо. Я бесконечный, я безначальный. Я всемогущий. И больше, чем в эту рамочку, пускай Бог в свою жизнь. Дай Ему больше действовать в твоей жизни. И знаете, часто мы топчем тропинку от дома к церкви и не дальше. Но наша воля, наша пища есть творить волю Бога. И больше всего служить этим людям. Как уже было сказано, мы часто ищем утешение себе. Но наше утешение в том, чтобы спасать людей. Наша радость, когда мы видим людей спасенных. И если хотите вашу жизнь видеть полной благодати Божьей, полной радости и милости Бога, идите к людям. Аминь. Ведь
нас сегодня Бог повел таким шляхом, и вот подумать, зауважить церква и мир, церква и люди поза церквою. И над усім этим Господь. Это мировая проблема, яка передається от стагоддя к стагоддю, от тисячогоддя до тисячогоддя. І чоловік, і уся жива істота, вона якби це питання задає, доколе? Доколе, Господи? Доколе, Господи, все буде на этой земле? Доколе буде это зло? Доколе? И мы с вами вспоминаем Святое Писание, и пророк так само задавал это питание Господу, доколе? И Бог пророчески сказал: на эту землю не станет меня людей, придут другие его люди, и еще раз их отдадут у полу. И як до дуба ті до липы подтече вода, и оживет это корень, и даст, свой паросток. Вось тады, я нечто скажу гэтому народу и гэтым людям. Сегодня мы с вами так само живем, наш отрезочек, 70 годов, при большей могутности 80. Но некий такий час стал, что люди стали не доживать гэтага сроку, особливо молодь, особливо мужчины. И это так. Но Бог даровал его, и Бог у гэты отрезочек покликал и нас с вами от Бога до Бога на некий положить Божий подборчик. И мы с вами сидим. И вот у моем житті, коли дасть Бог еще прожить, неких еще 20 годов, яны полетят всех один день. И мы зайдем, и вот подойдем это поколение. Дорогие, уважаемые батьки, дорогие люди, яны будут сложить свою церкву на нашу. Это будоводство Христово. Но той, что даровал нам Бог, у них буде вишей, і у них буде больше, а без нашей цеглинки, якую Бог даровал покласти нам, яны не смогут положить свою. Тому и Бог говорит: да не доходит книга эта об нас день и ночь. И неких питаний не задаешь: Господи, день и ночь, день и ночь, доколе, Господи, доколе? Да поможи, и Бог говорит: копайте, 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 покуль не докопаетесь до воды живой. То есть, покуль открытие Господне не придете до нас, у этот час, для того места, где мы находимся, и Бог будет робить великую свою справу. Я знову покажу Библию. Каб її виконати у цілісності, потрібне усе насельництво землі. И каждый человек есть по слову Господнему. Храм Господний, те, что другими словами, камень живый. Аминь? Аминь. И вот эти каменчики живые, як творение Божие. Бог через них хочет справдить всю правду относно земли. Яка беда людей земли? Беда людей земли, что люди не приняли Святое Слово, не принимают и не хотят принимать. И вы пам'ятаєте, як і Моїсей говорив: хто мене послухає, Господи? Хто мене послухає? Так я ж не пророк. Бог каже: я буду з тобою. И Бог показал: Господи, нет. Господи, идти во имя Твое. Памятайте, церква, это и легко, и тяжко. Идти обвещать и супротивстать злу, зло не убьется. Это добро, оно завсёды такое вот лагодное, пощётное, а зло его завсёды будет бить. И бить будет настолько моцно, насколько может только понести человека. И Бог сказал: и тады я буду з усіма и до скончания века. И сестра Светлана свидетельствовала и говорила: пришел такой час, что мы с вами супокоились, и так, сталося, Господи, пусть, скажем так, стяжинка у храма, до храма, и до хаты, и у поля. И снова храм, от храма, до хаты, и у поля. И только
шляху нешта нам сустрэнецца, мы тады гатовы абвяшчаць Слова Божие. Дзякуй, Господи, і за гэта. Но Бог говорит, дзе ступіць нога ваша, зямлю гэту я аддам вам. Я хочу с вами почитать Слово Божие, просить Духа Святого, как Дух Святый присутствовал при сердце, потому что я так само человек, я так само могу помыляться, а я прошу, Господи, хоть кропельку, хоть невеликую капулечку, но Твоей правды открывай нам. Потому что мы живем так само час, и так само лёса вырашальный, и нам хочется его прожить, Господи, у полной полноте, как справдилось Твое Слово для нашего поколения. Давайте с вами откроем Слово Божие, и это будет книга «Выход», «Исход». Книга «Исход», «Выход», 5 раздел, 1 верш. 5 глава, 1 стих. 5 раздел, 1 верш. После этого Моисей и Аарон пришли до фараона и сказали: «Так каже Господь, отпусти народ мой, каб ён учинил мне свято». До этого места. Аминь. И так каже Господь. Вы ведаете, кто такой фараон, ведаете его образ, кто такие, что такое Египет. Это царство тьмы и греха. И в это царство тьмы и греха, где покутывал народ Божий, Бог посылает Моисея народ. И Моисей, дає Моисею моц и силу, и он приходит и перед фараоном каже: «Так каже Господь, отпусти народ мой, каб ён учинил свято мне». Однойчы так адбылося, я цяпер працую на заводе. І на заводе, як на заводе. Я ніколи на заводе не был, но там, где я працаваў 17 годов, вот все пришло до своего логичного заканчения без Бога, без правды Божьей. Значит, Минская авиакомпания потерпела, як кажуть, полный крах. И нам сказали: так, шукайте працы, будьте, кажется, здоровы и до лепшего часу. И мы пошли. Не хапило 3 года до пенсии. Вот. А не пенсия нашего Господа, это аминь, так и аминь. Пенсия нашего Господа. И когда пришел на завод, стал такая станка, теперь працую слесарем, работником 5-го разряда. Там працує один брат. Ну и ведаете, завод Белмедпрепараты. И на этом заводе фактично у Беларуси выпускаются, так сказать, все медичные аппараты, які йдуть в лікарні, у аптеки, які ми з вами купляємо. И вот, мои дорогие браты и сестры, коллеги, только приходишь на работу, несколько месяцев ты молчишь, несколько месяцев ты глядишь, как працуют люди, и разумеешь, что есть старейшие, что есть ты, кто уже працует не 1 год, и ты приглядаешься и назираешь, и думаешь, как стать просто хорошим, справным человеком. И один брат, а люди завсёды з наших заводів нечто беруть. І нехто полічив, как не брали, то ще склади вже не поміщають. А так, як люди ці беруть, так там ще є місце, куди положити. Брат от чистого серця, він завсёди обличав тих людей. І так здавалося, що не отримували люди один месяц получку, другий месяц получку, и люди были доведены до такого отчая. И люди, разумеется, як люди у нашей країні, шкода, що ще на сьогоднішній день, і люди завсёди став людей відчати, на ложки, куди ви тягнете. Що ви робите? І знайшовся один чоловік, і він сказав: «Дорогий брат, ты маешь посох от Господа». И он человек не верит. Ты маешь посох от Господа? Он говорит: «Маю». Я прошу тебя, пойди до фараона
і скажи, каб ён так не рабіў, каб ён з намі так не рабіў, нам немагчыма жыць. Я ўжо не магу карміць дзяцей. Я ўжо прадаю гэтыя лекі і стаю і чакаю міліцыю, калі яна прыедзе і сходзіць з мяне. І ў мяне ўжо без выйсця. Знаете, на нейкі час я сам стаяў, і калі табе адказваюць словам, ты спачатку не разумееш, адкуль чалавек ведае, і пачынаеш думаць, што чалавек ведае пісанне. І так адбылося палочкі бумаг. І мне падумалася, Господи, Боже святы і ласкавы. Любіць – гэта значыць, мы сёння спявалі гэты псалом. Но калі ты пасылаеш чалавека, Господи, любоў яна яшчэ ў тым, што ты кажаш, обвяжите Слово Божье, аминь. Потом супоставьте всякому злу и всякую неправду. И коли не будет человека, кто будет, скажем так, обличать всю эту неправду, яно будет помножаться и плодиться, и отбудется то, что праведники начнут ховаться. Праведники начнут ховаться. И Библия кажет, правда, истина, и она споткнулась на площади, где многолюдство, где люди, и я шукал человека, кто заступился за яе. Шукал и не знайшов. И Бог каже, я моцно пошкодовал. И знову питаю, Господи, кто такие люди, кто стали на этой площади? Откуда они? И кто их народил? Когда мы с вами читаем Святое Слово Писания, то его можно сказать, вот, когда мы возьмем коло, так, и у кола есть спицы, так, то целостность кола в том, что кола и спицы. И когда взять, выкинуть одну спицу, коло начнет разбиваться. Ено дать ему некие обороты, ему начнет трошки так биться, так, потом начнет разбиваться подшипник, и коло разбивается. Все только зависит от худости. И Святая Библия, это вот как образ, как коло. И у нее повинны быть на месте все спицы. Тому кожен из нас, ті кожен чоловік, кого кличе Христос, і коли він знаходиться у Христі, гэта тая спіца, без якого кола не може як не бути. І ми з вами вот маємо позбавлення людей. І маємо хоч одного чоловіка, хоч двох. Я вас так прошу, майте позбавлення тысяч, миллионов. Народа майте позбавлення. Только майте перед Богом. Может, никто не будет жить. Майте. Читайте Слово Божие, покуда не откроется этот колодец, и не потечет живая вода. И откроется до вас сила Божья. И вы ее возьмете и пойдете. И скажете фараону, так кажет Бог, отпусти народ мой, как бы здесь им святом небе. И Бог по вашему слову будет робить суды и правду Господь. И вот, як я почув такі слови, я прошу перш за все, как вы зрозумели, насколько это махчимо. Я давал такие лист бумаги, мы режем кордон, а давал лист бумаги 1,5 метра на метр. Взял ручку и написал так. Наши дети хотят есть, мы просим отдать нашу получку, якую мы заработали. И пошел за похоронами. Там было несколько женщин, потом их стало больше. И вот мы стали за похороною Калячевского рынка и стоим. Знаете, люди едут, там вельми много автомобилей. Я только в сердце своем молюсь и прошу, Господи, я уже не разумею, на что я пошел, но у меня есть только внутреннее свечение. Я это разумею, Господи. Так мне подсказывает сумме. Я больше не мог оправдаться ничем, ни перед Богом, ни перед людьми. Автомобили едут, люди махают нам руками, все бибикают, все. Вот. И прошло, может, хвилин 30, подъезжали, это значит, уже милицейский автомобиль. Выходят два полковники, выходят с мегафоном, выходят
ходят еще люди в громадянском отделе, и некую у меня заявилась смелость, я прямо до них, я кажу, коли ласка, кто вы будете, я скажу, ну, вот люди отказанные от решения, видели в нашу воду. Я когда пытаюсь, я говорю, товарищ полковник, я тут працюю на заводе, я так само офицер, я хочу вас запитаться, чому до таких умов довели людей. И он говорит, очень справа. А вот так и так, 2 месяца люди не отримують получку. Люди вже хочуть перекривати цю дорогу. Я вот з ними так само наговорив, і ще трошечки, і люди перекриють цю дорогу. І він мені скаже, хто може вирішити це питання? Я кажу, тільки директор заводу. І він винімає декларацію, так, знаєте, яку там 28-26, ходенька директора заводу. Через 5 хвилин появляется директор завода, просит людей всех зайти у залу. Мы заходим все в залу, и милиция когда-то заходит, люди уже заходят. Вот. И у нас была махчивость, и пришло до меня вдохновение. Отпал страх. И так гляжу и думаю, Господи, есть махчивость говорить великим миром грехом. Есть махчивость говорить великим миром грехом. И когда у тебя есть эта подстава, и люди бачат, люди так само глядят, люди так само бачат, и мы так само такова у народа Божия хочет нести. Вот мы читаем Слово Божие, и у Римлян написано «Истворение Божие», то есть сыны человечьи покутают исторгнуть, чекают открытия от кого? От самого Божия. Так само человек, хоть и грешный, он так само разумеет, чему я так живу, чему я ничего не веду легче, чему оно не приходит. Вот это питание, чему, и когда человек не находит выхода, он находит зло. И в этот Бог подходит и говорит, не надо счастья жить. Я говорю, что можешь, хоть на день, хоть на один. И так дьявол таким коварным шляпом губит человека. Но коллеги обязывают, что закон некая справедливость, некая сумление остается, это есть подстава. И вот поднимаю руку, помолившись Господу, и говорю директору, Александр Михайлович, все мы верим в 17 год. У многих дворах, у многих рафов были великие маёнтки или великие поместья. И когда мы с вами сегодня выедем за Минск, вы сами ведаете и сами бачите, что там она будовала. Як ви думаєте, чому це було розбор? Неужели мы не читали условия Господні? Неужели нам не говорил так или иначе Бог? Неужели вы не ведаете, и мы с вами не ведаем, что Библия кажет, не про себе только клопотитесь, но думайте об тех, кто помощь. Некогда Бог сказал про Россию, тем людям, Царскую Думу. Когда уже практически была опошленная дума в России, устал человек, взял Библию, и она была вот таким вот по колеву материала, открыл ей и прочитал про Самсона. Вы верите, он прочитал, кто нам скажет, господа, говорит, Самсон – это русский народ. Бог вам дал этот народ, как вы клопотились по его, как вы благословляли его, как вы научили его, а вы всего этого не робили. И он стал слепым и острижен. Но так как вы этого не робили, вы своим життем подвели его под столпы вашей империи. Вас уже ничто не зганится. Еще трошки и Самсон возьме порушит эти столпы. И он взял Библию, собрался и пошел. И сегодня была возможность говорить людям этого мира. И говорю, неужели Бог, який говорив неоднойче, неужели з вами не можемо почути це слово? У залі стало, як кажуть,
тишина. И Бог дал мудрости, я просил его. И дал Бог слово, я это все не могу досконально повторить, как, не то, что там кривдить человека, но как Божья правда кранула сердце тех, кто находится на этой вот сходничках этих вышей. И любостная церковь эту силу дал Бог. Эта сила есть у нас, и эта сила настолько великая, что ваши отче вызвали твою силу посеред народа твоего. Я дядече вам свідчу, і пробачте, що я ще раз повторю. Я мав бути Богу разом з вами. Залез народа своего. Я слабый человек, слабый и никчемный. Вы, коли не верите, попытайтесь мою жену. И она вам хватило и скажет всю правду. Но коли прийде Святый Дух и приходит Святый Дух, я разумею, что только ее может заробить правду Господь. И пред Богом не могу, и разом с вами, пред лицом, пред Его святым планом за свой народ Оксаны. И ось одночі відкриваються двері, заїжджає на конкретний чоловік. Він був посланий від великого чоловіка, який балотувався у президенти Республіки Білорусь. Я по сьогоднішній день задаю питання, Боже мой, чому до мене? Хто я такий? Господи, я заикаюсь сейчас. И когда я хвалююсь, бывает так, что, я, кажется, не могу сказать, я это требую. Кто я такий, Господи? И он говорит, мы нечто чули, мы нечто ведаем. Я прошу вас, напишите нам у таким вот письменном вигляді, які потребування у Бога для цара. Ми хочемо надрукувати це у часописах і газетах. А в нечаканности я не знал, что показать. И люди, а это поглядите вам видеостушка. И не знаю, чому такая Світлана. На той відеостушці було заснято служение сатанистов. Это не едет под Петербургом. Вот. И тую стужку глядеть, это вельми страшно. А потом после стужки такие вот трошечки истории людей. Ленин, Сталин, Гитлер, Берия и так далее. И затем показано добро и зло. И что переможет? И, браты и сестры, два только шляхи. Колени Божие прийде сатанинское. И коли успеет посеять дети Божьи и залез Духом Божьим в сердце людские, то придет Дух Божий. И тогда мы с вами не будем соромиться и бояться человека. Но как великий ученый Ньютон, как только упоминали слово Бог, и он снимал свой, так сказать, свою шапку и смеялся. И всю пошару отдавающий Господу. И настолько Бог кранул сердце, что до 4 часов ночи не спал. Но когда приходит этот благовестник, как оно все кажется низким, дешевым каким-то, далеким и почти что и непотребным. Потому что великий Господь творит на земле через Слово Свое. Я авторизовал слово, что прочитать. Я, наверное, немножко прочитаю. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли с крика. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидом. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И ниже, чтобы время сокращать. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой.
было в жизни Павла это событие, все вы знаете хорошо, когда он отправлялся в лицо Кесаря, и корабль попал в сильную бурю, и вот были эти события. Вы знаете, что мне вот это напоминает ситуацию сегодня в стране. Я побыл и в России тоже. Кажется, были намерения хорошие у людей, которые начинали делать это дело. Но глядя на жизнь людей, видя вот это вот, что случилось, это буря, и какое-то в людях, это мы сегодня видим, это вот недовольство. Но в этой стране есть вы, и это есть большое благословение для этой страны. Пока вы здесь, пока вы еще не ехали. Вы знаете, я очень доволен, что это записалось на видеокассете. И я уже постараюсь, чтобы многие служителя услышали это свидетельство и увидели. Павел, ему были дарованы все, которые были на корабле. Их там было много, образованных, и сильных, и вооруженных. Но все они носились этой силой ветра и уже ждали там смерти. Но им явился ангел Господень и сказал: не бойся. Братья и сестры, во время пения общего Елены Петровны, буквально, И все говорят, что я банан или папирос оставил. Мы так забыли, но вообще. Ну молодцы, молодцы. Назад живые. Он вообще порадует нас. Это все-таки сколько? 8 лет. А как часто вы сюда приезжаете? Ну, я последний раз была 4 года назад, вообще не служила, а так был 1,5 года. Ну, в общем, через 2 года я специально подбирала приехать. Совсем же было цеплёй. Не напрасно. Нет. Вот есть. Пройдут года, будет вещь в руках. Конечно. Просто, знаете, вот то время было, когда вы помогали, я помню, как вы Богу сказали, что не надо, любовь, вот это вот ничего просто так не было. У тебя было приписано. Я помню, втекает. Никто так не кается. Я чувствовал, что я Бог Христос должен быть во время покаяния, а потом, наверное, завтра. Через час. Я помню, что быстро. Такое было присутствие Божие, что как никогда. Я вот посмотрел на труп. Но просто все равно, тогда все равно же тяжеловато было, потому что вы как-то поддержка была всегда. Абсолютно. В то время все консервативно, либераломатика. Скажу сестричкам стихотворение. Разрешаете? Ну а что ж не ложите теперь свобода. Моя невеста, сказал Христос. Не печалься, смотри на крест и укрепляйся страданием Господа Христа. Он совершил для всех спасение и сохранит вас до конца. А конец наш — восхищение в небо, а там и царство со Христом. Останемся Христу послушны, войдем с Ним в отцовский дом. Господь сказал: тебя одну я не оставлю. В страданиях твоих на земле свое имя прославлю. Я скоро приду за тобой и возьму тебя на небо домой. Когда возьму на небо, тогда много тебе расскажу, ибо буду вечно царствовать. Дочка и детей